День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Россия предложила место и время второго раунда переговоров с Украиной и готова представить там меморандум с условием мира. Узнаем подробности. Лаборатория беспилотников, военная техника и средства передвижения. Юрий Трутнев ознакомился с продукцией якутских производств. Место встречи Якутск, столица республики, приняла Международный форум креативных индустрий, созданный на Дальнем Востоке. Стартовала летняя навигация на реках региона. Сегодня от Якутска до Нижнего Бестяха курсируют 10 паромов, но они не единственный способ добраться до правого берега. Ну а тем временем в Владивосток прибыли виртуозы Якутии с 6 концертами. Расскажем программу визита. Готовится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Громкие заявления президента страны, а домохозяйства могут получить ежемесячные выплаты. Подробности узнаем из дайджеста федеральных новостей. Чем жила страна на этой неделе, знает Максим Кардозу. Приветствую! Как обычно, неделя выдалась очень насыщенная. Сегодня о новостях политики, законотворчества и новых нацпроектах. На неделе всю страну всколыхнула трагедия, которая произошла в Байкальской и Иркутской области. Вечеринка в честь 15-летия школьницы закончилась массовым убийством. После распития спиртных напитков 17-летний парень напал на гостей с ножом, а потом поджег дачный дом. В итоге 4 ребят умерли, и еще 4 получили ранения. Один из них находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По предварительной версии, сам нападавший погиб в пожаре. Жертвами стали подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Ведется следствие. Предстоит выяснить, как крепкий алкоголь оказался на вечеринке несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело об убийстве 2 и более лиц и покушении на убийство 2 и более лиц. К новостям политики. На этой неделе было объявлено, что в Стамбуле уже в понедельник состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, российская сторона быстро подготовила меморандум, который отражает позицию страны по всем аспектам решения первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня. Также министр выразил надежду на то, что все заинтересованные стороны в успехе мирного процесса окажут поддержку для проведения нового раунда обсуждений. Необходимо отметить, что завершился и обмен пленными между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000. Такие договоренности были достигнуты во время первого раунда переговоров. Обмен происходил в 3 этапа. Вернувшимся военным и гражданским сначала оказали психологическую и медицинскую помощь в Беларуси. Многим будет предоставлена реабилитация уже в России. Я очень рад, что вернулся домой. Внутри чувства меня переполняют очень приятные, теплые ощущения того, что я увижу свою семью, родственников, детей и близких. А президент страны Владимир Путин на этой неделе в День предпринимательства встретился с представителями отечественных деловых кругов. Глава государства обещал усилить поддержку и закрыть лазейки, которые позволяют обходить российских производителей. В Кремль пригласили руководителей компаний, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из страны бренды и осваивают внешние рынки. В ходе встречи Владимир Путин призвал жестко ограничить деятельность иностранных IT-компаний, которые формально объявили об уходе с российского рынка, но продолжают работать и получать прибыль. Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью. Вот и все. Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Домохозяйки смогут получать зарплату. В Госдуму внесли новый законопроект. Согласно пояснительной записке, право на ежемесячные выплаты должны получить трудоспособные неработающие россияне, которые посвятили свою жизнь домашним обязанностям. В том числе включается уход за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами первой группы с детства, а также престарелыми родителями. Граждане должны постоянно проживать с членами семьи.
Размер выплаты будет ориентирован на прожиточный минимум, установленный в том или ином субъекте регистрации. В Якутии в целом это чуть больше 26 тысяч рублей. Эксперименты такие, в том числе в скандинавских странах, проводились, и они показали, что, собственно говоря, уровень социального иждивенчества не вырастает из-за этого, но при этом существенный эффект для социальной сферы, для экономики наблюдается. Поэтому, на мой взгляд, эта инициатива, эта идея имеет право на существование и могла бы быть очень полезной. Современная медицина, здоровый образ жизни, качественные продукты и вода. Все это обсуждали на форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Площадкой для мероприятия выбрали Подмосковье. Главные темы – это новые нацпроекты, посвященные семье и здоровью. Ученые, предприниматели и представители власти обсуждали, как вывести жизнь россиян на новый качественный уровень. Говорили также о важности поддержки воинов СВО. Год защитника Отечества, и я не могу не сказать о том, что наши уважаемые врачи, как сказала Элина, вносят невероятный вклад в то, чтобы спасать жизни уже сегодняшних воинов, сегодняшних бойцов. Такой была эта неделя. Дайджест федеральных новостей подготовили Максим Кардозу и Айтал Байтунов. В Государственную Думу внесен законопроект о развитии возможностей отечественных цифровых сервисов. Он подготовлен профильным комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи. Эксперты говорят о том, что получившееся приложение может стать российским аналогом китайского WeChat. Как отмечают авторы документа, он предусматривает дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов, в том числе государственных, финансовых и коммерческих, и объединение их в едином приложении с максимально простым использованием. Приложение будет содержать цифровой ID, по сути электронное удостоверение личности, с которым можно заселяться в гостинице, подтверждать возраст в магазине, показывать документы об образовании и многое другое. И, к слову, о разработках только теперь о якутских. Место встречи столицы республики. Якутск принял Международный форум креативных индустрий, созданный на Дальнем Востоке. В течение 3 дней более 2500 участников обменивались опытом в различных областях. Все события воедино собрала Вероника Таюрская. Креатив и самобытность проходят красной нитью через весь форум, созданный на Дальнем Востоке, от творчества к экономике. 11 регионов Дальнего Востока, 39 субъектов России, более 5 стран и свыше 250 спикеров в течение 3 дней представляли свое видение, как должна выглядеть креативная экономика в наше время. У нас будут различные отраслевые сессии, посвященные кино, анимации, урбанистике, в целом всем 16 креативным индустриям. И мы планируем, что этот форум, эффект от этого форума мы будем мерить, во-первых, в деньгах, сколько соглашений заключено, сколько инвестиционных лотов приобретено, как регионы с друг с другом взаимодействуют. Ну, во-вторых, сколько сообществ, сколько проектов у нас на Дальнем Востоке по креативным индустриям появилось. Им, словно магическим ключом. Настоящий театр развернулся во дворе квартала труда. Обряд очищения как символ перерождения. Национальные инструменты как часть богатой культуры. Сцену из эпоса «Аланхо» показали на нескольких театрализованных площадках якутские артисты и студенты АГИКИ. Действие погрузило участников и спикеров форума в самобытную культуру народа Саха. Я очень рад, что столько творческих, интересных людей со всей страны приехало. Это обязательно даст мощный импульс развитию креативной экономики Дальнего Востока. Уникальности народов Дальнего Востока в богатой культуре. На форум представители 11 регионов округа привезли продукцию местных предпринимателей. Сегодня от нашего центра прототипирования мы предоставляем в качестве одного из направлений нашей деятельности настольные игры, которые разработаны и придуманы в нашем креативном пространстве. Настольные игры являются одной из наших специализаций, одной из направлений нашей деятельности. И мы представляем настольные игры, сделанные с идеей и с глубоким пониманием того, для чего мы это делаем. В свою очередь, республику уже невозможно представить без якутского кинематографа. Регион в тройке лидеров по производству кино и уступает только Москве. Сергей Сельянов, почетный гость форума, отметил самобытность и яркость местного кинематографа. На встрече с главой республики председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения России рассказал о якутском феномене и о высоких достижениях наших режиссеров. Я люблю те места, где любят кино. Вот, поскольку здесь то самое место, то я в очень хорошем настроении. И позиция главы республики, конечно, меня, который принимает, развивает,
разделяет мнение о том, что интеллектуальная составляющая в развитии республики очень важное дело. За 3 дня проведения форума создано на Дальнем Востоке. От творчества к экономике на площадках было заключено соглашение на общую сумму в 1 миллиард рублей, что поспособствует развитию креативных индустрий в дальневосточном регионе. Главные у нас форматы – это питчинги. Здесь у нас проводится более 20 различных питчингов. Это формат, когда авторы проектов могут презентовать свои идеи, свои наработки, свои бизнесы инвесторам в надежде привлечь инвестиции. Это у нас и кинопроекты, и анимация, и музыка, и разработка игр. Площадки второго международного форума креативных индустрий на 3 дня стали не только полем для обмена опытом и подписанием соглашений, но и выступили территорией, где обсуждаются планы на будущее. Всегда есть планка задач минимум и задач максимум. И если мы говорим минимум, то, безусловно, это новые знакомства, которые в будущем могут дать возможность для сотрудничества и для того, чтобы мы могли обмениваться опытом уже в менее формальной обстановке. А максимум, безусловно, это выработка определенных стратегий и рекомендаций для того, чтобы региональные власти различных субъектов Дальнего Востока могли прислушаться к мнению профессионального сообщества. В течение 3 дней спикеры обменивались опытом в различных областях, а именно в мультипликации и кинопроизводстве, дизайне одежды и архитектуре, гастрономии и туризме. А уже на будущий год Международный форум креативной индустрии отправится в следующий регион Дальнего Востока. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Аэлита Махно, Якутск. В Индии откроются кинозалы якутской компании «Экстра Синема». Соглашение об этом на полях форума креативных индустрий в Якутске подписали генеральный директор платформы «Джанта Синема» Шаих Юсуф и основатель компании Савджанис Джагеш. Речь идет о создании 50 кинозалов в малых населенных пунктах Якутии. Сегодня за пределами крупных городов в стране практически нет кинотеатров, и «Джанта Синема» занимается созданием доступных малых кинозалов. Представители компании подчеркнули, в Индии есть потребность в коллективном просмотре кино, и они намерены продвигать «Экстра Синема» не только в своей стране, но и на другие рынки. И мы очень рады подписать сегодня соглашение с «Экстра Синема» и с Республикой Саха-Якутия о сотрудничестве и партнерстве и на поставку и оборудование кинозалов в Индии, так как у них сейчас наблюдается очень недостаток в кинофикации залов, несмотря на то, что производство у них на пике, и они выпускают 2400 фильмов в год. Тем не менее, у населения в отдаленных, малонаселенных пунктах нет доступа к кинопрокату. И поэтому Джанта Синема, они занимаются именно этим. Также они хотят кинофицировать как можно больше населения в Индии, потому что их 1,5 миллиарда, в то время как в Китае 90 тысяч залов, в Индии сейчас на текущий момент только 9 тысяч. И они хотят развиваться и расширять кинофикацию в Индии с помощью «Экстра Синема». Мистер Юсуф Шаих утверждает, что они очень увлечены тем, что местная технология, она очень безопасна и защищает контент от пиратства. И также это будет очень выгодно для последующего обмена фильмами и контентом. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Разработки якутских изобретателей и инженеров успешно применяются на фронте. Отдельного внимания заслуживают беспилотные летательные аппараты, созданные в республике. На базе технопарка Якутия была организована лаборатория БПЛА. Под одной крышей собраны все производители дронов. Здесь технику собирают, прошивают и тестируют. В рамках своего визита в Якутию полпред Юрий Трутнев посетил лабораторию и пообщался с якутскими разработчиками. Сейчас работаем над модернизацией наших дронов, а также по просьбе ребят мы сделали дроны с большой грузоподъемностью, это 6 и 10 килограммов. На данном этапе мы будем их адаптировать, модифицировать, а также будем использовать оптоволоконные дроны, да, которые сейчас тенденции очень хорошо себя показывают. Все это будет тестироваться, и в скором времени мы их будем поставлять на фронт. Быстро. И, соответственно, он предложил, что надо все это делать, протестировать и отправлять ребятам.
3 якутские компании стали лауреатами деловой премии «Звезда Дальнего Востока». В номинации «Лучший работодатель» премию получил ГОК Инноаглинской компании «Колмар». В номинации «Все для победы» дипломы получила компания ЕКТ «Сокол», поставляющая в зону СВО снегоболотоходы «Сокол», и компания «Зеленая энергия», которая производит электромотоциклы «Тимир». Техника, производимая в Якутии, получила множество положительных отзывов как от солдат, так и от командования в зоне СВО. Дипломы победителям вручил лично министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Поблагодарить всю ту команду, которая работала над этим проектом и продолжает работать над проектом. Это в первую очередь наш трудовой коллектив компании ЕКТ «Сокол». И все те службы, которые нам помогали, это в первую очередь Министерство по безопасности, обеспечению безопасности жизнедеятельности, службу спасения. И только вот благодаря этой слаженной командной работе мы достигли определенных показателей и будем дальше продолжать обеспечивать нужды специальной военной операции. Студенты Ленского технологического техникума приняли участие в военно-полевых сборах. Погода, правда, внесла коррективы в организацию мероприятия, но тем не менее прошли они зрелищно и интересно. За ними наблюдала и Светлана Балеева. Третий день у студентов Ленского технологического техникума проходят военно-полевые сборы. На протяжении всего времени юноши получают знания в области тактической и военно-медицинской подготовки, изучают военную топографию, инженерную, огневую, физическую и строевую подготовки. Их наставниками на сборах стали педагоги техникума. Они подготовили для ребят интересные задания. Одеваем химзащиту, костюм. Там ребята проводят также заключительные соревнования по разборке, сборке автомата, по снаряжению магазина, по тактической подготовке. Курсанты были разделены на 2 взвода. Каждый выполнял свое задание. Здесь будущие защитники Родины должны были на время одеть химкостюм. Средства индивидуальной защиты кожных покровов нужно было одеть не только быстро, но и правильно. Потом надеваете противогаз. Противогаз одевается снизу. От подбородка натягивайте на затылок. По соседству курсанты осваивали тактическую подготовку. Это процесс обучения приемам и действиям в бою, а также способам применения оружия. Ежедневно по этой теме у ребят проходили лекции и практика. Юноши отрабатывали передвижение в составе боевых групп, двоек и троек на поле боя. Учились правильно выходить за угол, если там находится условный противник. Проводил занятия ветеран специальной военной операции, педагог техникума Виктор Стариков. Также ребята разбирали противотанковую мину, учились пользоваться гранатой. По инженерной подготовке это устанавливать противотанковую мину, разряжать ее, заряжать и как правильно устанавливать. Тактико-технические данные мины, ну все, чтобы ребята знали, все нормально, четко делают. На огневой подготовке студенты овладели навыками стрельбы из оружия, усовершенствовали точность и скорость реакции. Также юноши разбирали и собирали на время автомат и магазин. В завершении заключительного дня сборов прошла эстафета. Каждый из ребят выкладывался полностью. Сложность в том, что когда косячит взвод, один за всех и все за одного. Мы отжимаемся, после этого на следующий день, конечно, все болит. Но это того стоит. В принципе, впечатления замечательные, все нравится. Каждый день участники сдавали различные нормативы для определения самых спортивных. Юноши выполняли классическую базу физической подготовки. Бег, отжимания, подтягивания на высокой перекладине и другие нормативы. Самое сложное, я считаю, что был это как марш-бросок, то есть бег. Сейчас происходит у нас подготовка, точнее соревнования по тому, чему проходили до эти 2 дня. Самое сложное это был бег, наверное, и медицина тактическая. 3 дня были напряженными, но очень интересными, отмечают сами ребята. Эмоции однозначно у всех положительные. Сборы нужны, они важны, и те навыки, которые сегодня юноши получили, им пригодятся во время службы в армии. У меня есть выносливость. И очень хорошая физическая подготовка. Я учился в кадетской школе 3 года. Там я научился очень много чему.
Вот, и вот все эти испытания, которые мы сейчас проходим, они мне не дают никакой сложности. Я уже во всем разбираюсь, все знаю, и некоторым даю советы, как правильно делать, показываю, рассказываю. К армии готов? К армии готов. Очень хочу. Освоение приемов самообороны, сдача нормативов и огневая подготовка до призывные учения оказались вовсе непростым. Однако будущие защитники Отечества прошли подготовку на отлично. Светлана Валеева, Алексей Семенов, Ленск. Республиканский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» оказывает бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. В офисе фонда консультации проводят представители военной прокуратуры, адвокатской палаты и службы судебных приставов, уполномоченным по правам человека в республике. Обратиться можно по различным вопросам, которые касаются назначения мер соцподдержки, получения выплат, розыска пропавших в без вести. Прокуратура республики проводит совместный прием с военным прокурором дважды в месяц, по пятницам, по предварительной записи. Также еженедельно проводит прием юрисконсульт МФЦ в среду и пятницу, тоже по записи. И еженедельно, один раз в понедельник, в первой половине дня, адвокаты адвокатской палаты. Также по согласованию ежемесячно могут провести прием и уполномоченным по правам человека, и ассоциацию юристов. В спортивном комплексе «Дахсун» прошло региональное соревнование «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов специальной военной операции. В этом году это уже второй турнир, нацеленный на реабилитацию бойцов, получивших ранения в ходе боевых действий. О ходе проведения Кубка в материале Тимура Колмогорова. Отважный боец Алексей Куршев вернулся из зоны спецоперации в декабре 2023 года. Защищая родину, он получил ранение, полностью лишившись правой руки. Человек с твердым характером и стойким духом впервые участвовал в соревнованиях в двух видах – армрестлинге и настольном теннисе. Мне, в принципе, пока особо нечем заниматься. Я сейчас, потому что езжу то в военкомат, то в часть, то в госпиталь. Туда-сюда документы восстанавливаю, все делаю. Так что мне особо сегодня вот время выпало, думаю, дай заеду, посмотрю все, поучаствую. Мне сейчас протез буду делать. Так нормально все. Кроме армрестлинга и настольного тенниса, участники Кубка защитника Отечества поборолись за первые места и по другим видам спорта. Дмитрий Артемьев участвует второй год, заняв первое место по армрестлингу в прошлом. Сейчас же он решил попробовать себя в стрельбе из лука и из пневматического ружья. Курок слишком плавный. И там по одному заряду там как бы стреляется, как из винтовки. Ну, как из волдушки. А какие ваши результаты стрельбы? 75,5. Маловато. Стрельба из лука, там по классике же стреляют. Если до этого никто не стрелял, то там очень сложно. Там надо привыкать. Как бы у нас в крови как бы уже должно быть. Также в спорткомплексе состоялась борьба среди сильнейших в пауэрлифтинге в жиме лежа. Вадим Захаров представил в нем Нюрбинский район. В Кубке он принимает участие в первый раз. Да, в этот жим тоже занимаюсь, и армы тоже участвую, армрестлинг. Скажу, где-то от 70 начинаем, и что там получится. Скажу нашему Ильдархану Асену Сергеевичу большое спасибо, там он мне очень, не мне, нам, бойцам, всем помог много чего. И вот такой устраивает, вот делает, вот, очень, все довольны, все бойцы довольны. Среди участников присутствовал Алексей Антипин, который в прошлом году стал призером России по армрестлингу. Ранее, в 2022 году, он служил артиллеристом и получил ранение. Пережив потерю обеих ног, сейчас он чувствует себя хорошо и осваивается с новополученными протезами. Опыт довольно позитивный, честно мотивирует заниматься спортом, вдохновляет, чтобы не опускать руки. То есть, в общем, спорт в жизни, тем более с инвалидностью, всегда полезен. Всего принять участие в Кубке прибыло более 40 спортсменов из 14 районов республики и города Якутска. По итогам соревнований из победителей будет сформирована сборная Якутии, которая примет участие на дальневосточном этапе Кубка в Южно-Сахалинске. С этого года, с 2025 года мы начали заниматься еще по спорту слепых, которые остались с увечьями глаз. И на Кубке защитников Отечества в межрегиональном этапе
включили в программу, в положение соревнования такой вид спорта по спорту слепых, как шоу-даун. Я думаю, что наши ребята через занятия физической культурой и спортом они реабилитируются здесь, общаются. И, это важный момент для ребят, те, которые приехали из зон конфликта. В Кубке защитника Отечества для участников главная не победа, ведь своим примером они могут доказать себе, что полученные травмы не мешают заниматься спортом, став примером для других ветеранов. Тимур Колмогоров, Станислав Потапов, Якутск. «Живет победа в поколениях». Именно так звучит девиз детского парада Победы, который состоялся в Якутске. В нашествии в Парке Победы приняли участие 40 детских садов и 640 детей. Все они лучшие из лучших. Победители международных конкурсов, чемпионы спорта, юные инженеры и знатоки родного края. В рамках мероприятия также наградили победителей конкурса макетов современной военной техники России «Броня крепка» и «Танки наши быстрые». Более 40 шедевров совместных работ детей, родителей и педагогов представлены. Они проявили свои творческие способности, фантазию и интерес к истории техники. Мы на этом параде участвуем уже второй год. В прошлом году мы были новичками, тоже приложили много усилий, старались. Но в этом году мы все-таки попросили помощь у наших друзей. Это Новосибирский институт водного транспорта. Их курсанты приходили к нам каждую неделю. Большое им спасибо. И помогали нам готовиться к этому параду. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Стартовала летняя навигация на реках республики. Сегодня от Якутска до Нижнего Бестяха курсируют 10 паромов, но они не единственный способ добраться до правого берега реки. Какие еще способы есть, узнаем из материала далее. Паромы, катера и теплоходы. Именно они связывают Якутск и Нижний Бестях в летний период. Паромы начали свою работу еще с 22 мая. В первый день было запущено 8 паромов. Сегодня их количество увеличили до 10. В конце этой недели, в начале следующей, флот пополнится еще 4 судами. Ну а в июне начнется навигация для маломерных судов. Что касается по открытию маломерных судов, на сегодняшний день сроки определены. Приказ Министерства транспорта вышел. В центральной части Якутии это со 2 июня открытие для маломерных судов, которые эксплуатируются для некоммерческих целях. 2 июня ожидается. В 10 числах это по северным районам открытия. И 16 июня это по арктическим районам планируется тоже открытие обстановки. Хоть паромы работают по наполняемости, но все равно экипаж старается отчаливать от берега по расписанию. Погрузка на первые паромы от 2 противоположных берегов начинается в 5:30 утра. Последнее же судно отчаливает в полночь, соответственно, погрузка начинается за час до отхода. Вчера приехал я вечером, и к ночи я переправился сюда. Нормально. Нет, второй раз. Первый раз я в Нижнем Бестяге, еще переправы не было, выгрузился. Вот. Второй раз в этом сезоне. Раз в месяц, 2 раза в месяц сюда ездим. Паромы не единственный способ добраться на противоположный берег. До столицы региона и обратно ходят катера. Они отчаливают от 4-го причала в речном порту и являются альтернативой теплоходам. Приехали буквально примерно за 20-25 минут. Хотелось бы, чтобы был еще какая-то государственная моторка, что ли, чтобы для социальных категорий дешевле было. Обычно в выходные, наоборот, нужно успеть, а так будни иногда можно ждать максимум это бывает 30 минут. Наверное, бывает исключение, но, как правило, быстро. С 28 мая на линию вышел и теплоход «Виктор Рукавишников». До конца навигации он будет курсировать между Якутском и Нижним Бестяхом. Судну предстоит выполнить как трансферные, так и маршрутные рейсы.
Теплоход из Якутска будет отчаливать в 9 часов, 14 часов и 18:30, а из Нижнего Бестяха в 11, 16 и 20:00. При большой загруженности на помощь теплоходу «Виктор Рукавишников» на маршрут выйдет судно «Московский-11». Отмечу, что перед началом навигации теплоход прошел все технические осмотры, а на самом судне сделали косметический ремонт. У нас проезд стоит 500 рублей, дети до 5 лет ездят бесплатно, с 5 до 12 лет ездят со скидкой 50%. Также ветераны, участники боевых действий, они тоже ездят со скидкой. Он работает как трансфер, то есть он утром забирает пассажиров поезда с Нижнего Бестяха, а в обед он забирает пассажиров поезда на поезд. Вот люди, которые следуют далее, он забирает рейс в 14:00. Через неделю ожидается начало судоходства на реках Марха и Янна. С июня планируется начать перевозки по направлениям Якутск-Алекминск, Пеледуй, Витим. Вероника Таюрская, Виктор Дьячковский, Станислав Потапов, Николай Коровин, город Якутск. Строительство Ленского моста в самом разгаре. С октября прошлого года рабочие устроили 71 буронабивную сваю. Сейчас специалисты трудятся над сборкой первого кофердама. Стальная бочка высотой почти 18 и шириной 36 метров будет служить опорой под пилон. Готовую конструкцию спустят на воду уже в июле. Технология наплавных кофердамов используется в России впервые. Строительство Ленского моста, напомню, планируют завершить к 2028 году. Во время паводка на левой стороне работы не останавливались. Мы сделали подъездную дорогу в повышенных уровнях, что нам обеспечило без остановки выполнять работу по сборке кофердама. То есть тут работы не останавливались. На правом берегу техника на период паводка и ледохода была выведена из зоны потопления потенциально. На 25-й год у нас запланированы буровые работы на правом берегу полноценные и сборка кофердама на левой стороне полностью. И уже начало работ по возведению капитальной опоры. Ситуация с карьерами в Бестяхском наследии Хангаласского района продолжает развиваться. Напомню, этой весной жители села Чаран, входящего в состав наслега, выступили на сельском сходе против разработки нового карьера близ их населенного пункта и тем самым остановили начало работ. Тем временем на территории наслега есть и другие действующие карьеры. И по словам местных жителей, один из них начал загрязнять местную речку, впадающую в Лену. Подробнее об этом Виолетта Засимова. Речка Бестяжка протекает по территории Бестяхского наслега и впадает в реку Лена. В 10-х числах мая жители начали замечать, что вода в ней приобрела мутный цвет и резко контрастирует с чистой водой Лены. Подозрения сразу пали на действующий карьер, расположенный вдоль русла речки. Мы, вызывали управление экологического надзора. 13 числа они выезжали, проводили, проверку. Согласно проверке они выявили организацию ООО «Диаптаз», которые непосредственно сгребают с крышу в речку Бестяжку. И вот в данный момент глинистая, такая темная масса с глинистыми содержанием, с гравийной с крышей. Крыша потихонечку сгребается в Бестяжку. Образовалась у них, видно, линза, идет оттайка, и поэтому все пошло в речку. О ситуации узнал зампред Госсобрания Илтумен Афанасий Владимиров и инициировал проверки со стороны Министерства промышленности и геологии и Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Специалисты этих ведомств незамедлительно выехали в село Бестях для осмотра речки и оценки деятельности карьера. Были отобраны пробы, проведена видеофиксация и замерены необходимые параметры. Там проверили требования действующего законодательства экологического, отсняли карьер, получается, и сняли точки. По итогам выездного рейда, профилактического выезда, будет принято процессуальное решение. Еще одну, на этот раз независимую экспертизу, планируется провести на территории села Чаран, которая также входит в Бестяхский наслег. Вокруг села уже действуют 3 карьера. Этой весной компания «Удача Бур» планировала разработать еще один. Население активно воспрепятствовало этому, сейчас работы на карьере приостановлены. Предстоящая независимая экспертиза, инициированная жителями Чарана, как раз и призвана проверить влияние действующих карьеров на экологическую обстановку. В общем, весной на нас вышли ребята из общественного фонда, общественной организации «Экосфера». Это федеральная организация. Они сами предложили нам свою помощь
в проведении исследований, пробы почвы, пробы воздуха и, по-моему, даже воды. Для того, чтобы они к нам приехали, мы даже проводили там социологический какой-то опрос среди населения. Вот, и сейчас они готовятся для того, чтобы приехать к нам и взять вот эти вот сделать независимую экспертизу. Бестяхский наслег словно золотая жила для недропользователей. Сейчас известно, что на его территории выдано в аренду 29 участков под карьеры. Общая площадь этих участков 203 га. И теперь жители встали на борьбу не с карьерами как таковыми, а с теми, кто ведет свою деятельность незаконно и наносит вред экологии. Наша задача сейчас изъять лицензии у тех карьеров, у тех недропользователей, которые нарушают условия по лицензиям, и предотвратить открытие новых карьеров. Достаточно тех уже карьеров, уже вокруг Бестяхского наслега, уже в лес по грибы, по ягоды некуда населению сходить, уже все роздано, все перерыто. Телеканал «Якутия-24» продолжит следить за развитием этой ситуации. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. С 2022 года по поручению президента России Владимира Путина был разработан 5-летний план мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог. В Якутии по распоряжению правительства план продлился до 2030 года. За это время в рабочее состояние должны привести не менее 80% дорог в населенных пунктах численности от 25 тысяч человек. В эту категорию входят несколько городов, в том числе Нерюнгри. Дороги – одна из самых актуальных проблем для нерюнгринцев. Каждый год мы с нетерпением ждем схода снега, но вслед за радостью от наступления хороших погодных условий приходит огорчение от качества дорожного покрытия. Но эта проблема решается год за годом. В Нерюнгри стартовал летний сезон ремонта автомобильных дорог. Впереди большой объем работ. Будут продолжены работы по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Южно-Якутская. Завершающий этап. Запланированы работы по ремонту автомобильной дороги и тротуаров улицы Кравченко. Для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии заключены муниципальные контракты по ямочному ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день заключены контракты по ремонту городских тротуаров. Ведутся работы по замене бортовых камней улицы Амосова и улицы Строителей. В начале летнего ремонтного периода сотрудниками госавтоинспекции проведены профилактические беседы с подрядчиками, которые в рамках заключенных контрактов будут осуществлять ремонт уличной дорожной сети, восстановление дорожных знаков, восстановление бордюрного камня. На данный момент со всеми подрядными организациями проведены личные провизиты с личным составом, подписаны схемы организации дорожного движения в месте проведения работ. И также проводится постоянный мониторинг в рамках 248 федерального закона по обеспечению безопасности дорожного движения, чтобы подрядчики, которые производили работы, выставляли знаки в соответствии со схемами организации дорожного движения, нормативно-правовыми актами, ГОСТами Российской Федерации. В рамках постоянного мониторинга на территории Нерюнгринского района госавтоинспекцией были проведены замеры просадок и выбоин на автомобильных дорогах. Все заактировано. Осмотр проводился совместно с собственниками и подрядчиками. Те работы, которые сейчас уже проводятся, они были еще запланированы в мае месяце. Сегодня ведутся работы по очистке автомобильных дорог и внутриквартальных проездов от щебня. Запланировано обновление дорожной разметки. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. В ближайшем будущем мусорный полигон на Вилюйском тракте 9 километре закроют. Произойдет это после строительства новой мусороперегрузочной станции. Такую информацию озвучили во время объезда первого зампреда правительства Якутии Дмитрия Садовникова по объектам ЖКХ. Отсутствие финансирования стало главной причиной задержки строительства полигона на 27-м километре. Сейчас этот вопрос решен. В настоящее время ведется работа по согласованию проекта с надзорными органами, в том числе с Росприроднадзором. Полигон будет запущен по мере строительства мусороперегрузочной станции. Сегодня мы схему расположили. Это в 9 километре в существующем полигоне будет прессовая, который будет мусор запускать под пресс. И прессованный мусор будет в 26 километре сортироваться и в 27 километре
захораниваться здесь, уже на новом полигоне. По сути, вот эта схема сегодня в стадии согласования. Если руководством оно одобрено, то у надзорных органов мы сегодня должны согласовать, в том числе эта поездка связана и с этой работой. Тем временем в Якутске начинаются работы по озеленению. В этом году планируется высадка более 1 миллиона цветов, а на скверах и улицах столицы уже растут новые виды деревьев. О том, какие, знает Тимур Колмогоров. На просторах и улицах столицы с наступлением теплых солнечных дней растительность начала оживать и зеленеть. Вместе с этим для дальнейшего роста им необходим надлежащий уход. Так, по всей дорожно-транспортной сети Якутска проходит уборка улиц и своевременный полив растений. По проспекту у нас полив происходит. Раза 2-3 в неделю у нас он происходит. А на данный момент объем вывезенного мусора, в том числе твердых бытовых отходов, на Вилюйском тракте с 24 апреля по 24 мая у нас составляет 710 кубометров. Это у нас, если считать субботники. Смета у нас с 1 по 25 мая где-то 2697 кубометров. Также по уборке прибордюрных дорог уже выполнены работы на 23 улицах. Ежегодно среди предприятий, организаций, садоводов и жителей города в рамках озеленения проходит конкурс «Зеленый кубок столицы», посвященный 80-летию Великой Победы. В связи с этим будет добавлена новая номинация «Клумбы Победы». Кроме того, в этом году живыми изгородями будет озеленена набережная Романа Дмитриева. В конце этой недели пройдет высадка в парке Победы, пройдет акция «Сад памяти». Эта акция всероссийская, она проходит уже 6-й год. И по всей России высаживается более 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадка растений и деревьев начнется с наступлением июня и затронет многие площадки, скверы и улицы столицы. Таким образом, город станет не только красивее, но также и более экологически чистым. Тимур Колмогоров, Айлита Махно, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Людей с предпринимательской жилкой хватало во все времена. Во многом мы обязаны развитыми городами и производствами. Безусловно, купцы развернули деятельность в Якутске. В День российского предпринимательства прошла экскурсия, погружающая в увлекательную историю торгового дела Якутии. Подробности у Иржины Гармаевой. Сейчас эту локацию якутяне знают как площадь республики, но 2 века назад это было местом притяжения и для продающих, и для покупающих. Здесь располагался гостиный двор, большой базар и центр Старого Якутска. Отсюда и началась экскурсия. Дальше вереница из любознательных горожан потянулась к старому городу. Во главе толпы Дмитрий Михайлов, первый аттестованный гид-экскурсовод Якутии. Конечно, район старого города для маршрута Дмитрий выбрал неспроста. Именно тут кипела торговля. Здесь количество торговых объектов на квадратный метр просто зашкаливает. Плюс еще территория старого города, она является территорией восстановленной облика именно старинного Якутска. Был в столице и Малый базар. Это следующая остановка в экскурсии. Здесь продавали съестные припасы – масло, рыба, мясо. Оригинальное деревянное здание, его построили в 1828 году, простояло больше 100 лет. Современный кружало имитирует его внешний облик. Решено было это здание снести. И получается, это здание уже восстановили, когда здесь начали восстанавливать вообще облик старого города как такового. Если были базары, значит были и те, кто на них торговал. Многие дома в старом городе в прошлом принадлежали купцам. Стоит тут некогда обитель известного мецената и первого банкира Якутии Николая Эверстова. Он внес вклад, получается, не только в торговлю, но, получается, вообще, в принципе, в развитие предпринимательства, потому что люди могли брать уже займы под какое-то дело. Экскурсовод отмечает широкую душу купца. Никогда и никому он в деньгах не отказывал. При этом Эверстов был довольно рачительным хозяином и излишеств не любил. Сам он, кстати,
жил очень скромно, между прочим, несмотря на то, что был он одним из самых больших богачей. Он ходил в старой одежде, и, между прочим, у него было еще большое количество комнат, которые он сдавал в аренду. Закончилась экскурсия там, где, по сути, началась профессиональная торговля республики. Мало кто знает, но именно в Остроге якутяне обменивали пушнину и продукты на привозные диковинки. Эржена Гармаева, Илья Сыромятников, Иннокентий Соловьев, Якутск. Принарядиться к эсэху могут теперь и москвичи. В столице проходит выставка продажи традиционной якутской одежды. Здесь можно приобрести холода и пальто, кожаные сапоги, а также изделия из меха. Всем пришедшим предлагают также примерить ювелирные украшения, все, что нужно для встречи главного праздника народа Саха. Ярмарка открылась благодаря запросу членов якутского землячества и проходит в постпредстве. Она продлится 3 дня. Так как летом на эсэхе жарко, максимально выбираются натуральные ткани. То есть сейчас очень модно шить платья из вискозы. Они как бы неприхотливы в уходе, да. Ну вот, например, вот это, да? Платье это вискоза. Оно не капризное, то есть его можно стирать, гладить. И можно носить десятки лет. Состоялось расширенное заседание ученого совета научно-исследовательского института Улун-Хо. Собрание посвятили 90-летию со дня рождения Василия Иванова, видного ученого и первого директора института. Также отметили 20-летие признания якутского эпоса Улун-Хо шедевром нематериального культурного наследия человечества. В ходе заседания напомнили и о 15-летии основания научно-исследовательского института Улун-Хо. Все участники подчеркнули важность сохранения и развития культурного наследия региона. Василий Николаевич был очень мудрым, добрым наставником. Он нас, можно сказать, учил к жизни, учил вообще, как писать вообще научные статьи, можно сказать, научную работу, как проводить. Он был очень широкой души человек. И, можно сказать, был очень глубоким мыслителем. Свой профессиональный праздник на этой неделе отметили работники российских библиотек, хранители знаний, традиций и культуры. Ну, а первая публичная библиотека в Якутии появилась в 1886 году и сразу же стала точкой притяжения для любознательных горожан всех сословий. Собственным зданием она обзавелась только через четверть века. Сейчас это исторический корпус Национальной библиотеки. В этом году главная книгохранилище региона перешагнет столетний рубеж. Помня о прошлом, библиотека смотрит в будущее. Богатый фонд оцифровывается, в работу внедряют даже искусственный интеллект. Мы с прошлого года сделали информационную трансформацию наших библиотечных фондов. То есть читатель, который не может позволить себе прийти в нашу библиотеку, работать долго, да, и у кого ограниченное время, может спокойно через наши информационные системы, это не только наш официальный сайт, но и разные инструменты, которые сегодня используются, это чат-боты, это разные каналы, может спокойно узнать про Якутию в целом. Кино, которое объединяет с 23 по 25 мая, в Крыму прошел Всероссийский кинофестиваль «Мост». За 3 дня зрители увидели 90 документальных и художественных фильмов и сериалов. В конкурсе работ молодых деятелей культуры «Мост Горизонта» участвовали 2 короткометражные картины якутских режиссеров. Это фильмы «Невидимые нити» Аэлиты Сергеевой и «Любовь в твоем городе» Азамата Ягасова. Ну а в рамках внеконкурсной программы на экранах фестиваля показали хит российского проката – киноленту «Диодорова против течения». Тем временем во Владивосток прибыли виртуозы Якутии с 6 концертами, которые прошли в университете ДВФУ, воинских частях и филармонии города. Подробности у Лианы Михайловой. В исполнении 10 выдающихся скрипачей звучали шедевры из цикла «Времена года» Вивальди, чарующие мелодии Чайковского, знаменитый танец саблями Хачатуряна, а также оригинальные якутские мелодии и другие признанные шедевры мировой классики. На концерте в филармонии с приветственной речью выступил заместитель постоянного представителя по Дальневосточному федеральному округу Протопопов Валерий Николаевич. Художественный руководитель ансамбля отмечает, что они уже не раз выступали в Владивостоке, поэтому чувствуют себя здесь комфортно и уверенно. Мы сразу приняли приглашение, чтобы охватить, как говорится, дальневосточную столицу, зрителей
нашим искусством. Потом мы выступим на корабле, на крупнейшем военном корабле. Дадим концерт для СВО, воинской части дадим. И вот за 4 дня у нас 6 концертов. И мы с удовольствием работаем в таком темпоритме, как мы говорим, нон-стоп. В нашем репертуаре нашего ансамбля 176 музыкальных композиций за всю нашу историю. А наша история продолжается уже 31 год. И 20-й год, как мы уже стали профессиональным коллективом. Привезли на гастроли сюда 50 музыкальных композиций, и вот мы варьируем для определенной публики определенная программа. Поездка длилась всего 5 дней, но за это время музыканты успели провести 6 разнообразных концертов для разных аудиторий. Выступления прошли в зале Приморской краевой филармонии, Дальневосточном федеральном университете, Детской школе искусств и в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Артисты готовились к поездке по 7 часов каждый день. Как отметила Сандара, зрители передают исполнителям особую энергетику, что помогает им справляться с волнением и дарить публике незабываемые эмоции. У нас программа обширная, в репертуаре более 200 произведений. Вот. И сюда мы привезли примерно около 50, наверное, произведений. Вот. Очень разножанровые произведения, очень интересно и взрослым, и детям. Я надеюсь, что нас встретит очень тепло. Тут на самом деле, знаете, так атмосферно, так дружелюбно идет во время выступления, вот когда идет такой поток энергетический, и мы ожидаем от наших зрителей, от вас, что вам будет интересно, вам будет приятно видеть ваши улыбки. Для нас это двойной подарок, дарить радость нашим дорогим слушателям. Концерты оставили яркие впечатления у жителей города, а выступления в госпитале 155-й бригады стали особенно трогательными, поддерживая боевой дух военнослужащих. Лиана Михайлова, Владивосток. Такое увидели уходящую неделю наши корреспонденты. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.